Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Крымская страна пещерных городов протянулась от Севастопольской бухты и почти до Альминской долины, от ущелий отрогов главной гряды и до границы степей. Там и здесь, на горных вершинах, сохранились едва приметные руины средневековых крепостей, храмов, поселений. Некоторые из них – популярные объекты туризма, как, например, Мангуб или Чуфуткале, а другие известны гораздо меньше и стоят в стороне от людных туристических маршрутов. Одним из таких менее посещаемых, но весьма достойных внимания памятников является пещерный город Бакла. Бакла стоит на самой границе горно-лесного края. Чуть поодаль отсюда уже начинаются крымские равнины. Это самый северный, самый удаленный из всех пещерных городов Крыма. Издали, в очертаниях здешних скал, не просто разглядеть признаки древнего поселения. Горы выглядят дикими и первозданными, словно никогда не были обитаемы людьми. Однако, приближаясь к скалам, в них нетрудно заметить следы полуобрушенных пещер. Эти пещеры, а также руины на поверхности горы и археологические находки позволяют во многих чертах восстановить облик средневекового города. Судя по всему, здешнее поселение было крупным и весьма древним. На окрестных горах и здесь, внизу, в долине, были обнаружены древние кладбища III-IV веков, что соответствует готской эпохе. На этих кладбищах насчитывались тысячи погребений, а это означает, что население здешнего края в прошлом было весьма многочисленным. Ранние обитатели Баклы оставили по себе один весьма любопытный памятник. В одном из гротов, доступ в который сейчас весьма затруднен, на стене процарапано множество изображений. Это подобие солнц или колес со спицами, крестов, точек, людей, зверей и странных фигур. Смысл и предназначение этих знаков пока что остается невыясненным. Возникали версии, что тут существовало некое святилище, но и это лишь догадки. Городище устроено как будто на огромном скальном балконе, что нависает над долиной. Подъем к нему проходит мимо камней причудливой формы. Это следы обвалов. За многие тысячи лет ветры и дожди вымыли в этих камнях удивительные каменные узоры. Легко заметить, что на всем обрыве Баклы не увидишь ни одной целой пещеры. Их передние стенки давно обрушились, открывая внутренние детали – ниши, каменные скамьи, лестницы, переходы. Как и на Качикальоне, эти обвалы случились уже после вырубки пещер при жизни города и несут в себе память о давних катастрофах. Скалы здесь могут падать и в наши дни. Вот, например, опрокинутая глыба с пещерой внутри. Эта пещера когда-то была высеченной в скале греческой часовней. Она простояла в полном покое 700 или 800 лет, пока совсем недавно, в 1998-м, глыба не сорвалась вниз по склону и не опрокинулась.
Выходя на плоскую поверхность горы, не так-то просто заметить какие-либо признаки жилищ. Но, как показали археологические раскопки, здесь в прошлом располагался настоящий город. Заросшие груды земли и строительных блоков – это следы крепостных стен, которые отгораживали весь широкий скальный балкон со стороны леса. Беспорядочные кучи камней – это остатки одной из двух прямоугольных башен, что защищали город. Внутри крепости располагалось небольшое городское поселение с мощенными улицами и двухэтажными домами, а за пределами укрепления стояла незащищенная часть города, ныне почти полностью покрытая лесом. Тесанный камень этих наземных построек, как и во всех других пещерных городах Крыма, уже давным-давно свезен вниз, в долину, для строительства там новых сельских домов. Из развалин наземных построек, пожалуй, более всего заметен фундамент греческого храма. Неподалеку от него вход в пещеру с нишей в стене, украшенной простым резным орнаментом и греческой надписью. Эта надпись переводится следующим образом: «Благоухание свечей – радость». Множество подобных ниш, пусть и менее тщательно отделанных, часто встречаются на Бакле и, как указывает надпись, служили для установки светильников. Наземные постройки Баклы давно разрушены, но зато здесь остались многочисленные пещеры. Одной из таких пещер был, к примеру, своеобразный тоннель, высеченный в скале прямо под бывшую городской стеной. И, как считают некоторые исследователи, он служил запасным выходом за пределы крепости. Заметны также входы в подвалы, куда спускались, приставив деревянные лестницы. Возле самого края обрыва скалы в нескольких местах густо испещрены ямками, канавками, углублениями, бороздками. Здесь явно располагалось какое-то сельскохозяйственное производство. Но вот какое именно, нам остается лишь догадываться. Эти ванны и канавки не слишком похожи на знакомые нам по другим пещерным городам виноградные давильни, тарапаны, тем более, что на Бакле есть несколько тарапанов, и они не отличаются от обычных. Для чего же тогда были приспособлены эти площадки? Для обработки каких-то плодов, для мойки шерсти или для выделки кож? Это еще предстоит выяснить ученым. А вот самые известные и примечательные из скальных сооружений Баклы. Эти зияющие в скале узкие круглые отверстия. Не исключено, что благодаря им город и получил свое нынешнее название. В путеводителях часто можно встретить перевод названия Бакла как «фасоль». Этот перевод, в принципе, правильный, но достаточно странный, ведь фасоль здесь не растет, да и в прошлом город, насколько известно, не славился выращиванием этого растения. Основное, издалека бросающееся в глаза отличие Баклы от прочих пещерных городов – вот эти многочисленные подземные цистерны. Ими усеяна поверхность горы, а некоторые из таких цистерн вскрыты обвалами на обрывах скал. Их форма весьма напоминает старинную дорожную флягу для воды, которая по-русски называлась баклажка, а по-татарски баклак. И я склонен согласиться с мнением тех ученых, которые считали, что именно от этого уже полузабытого слова и могло произойти позднесредневековое название города. Для чего же были предназначены эти двухметровые баклаги? Во время раскопок по всему Горному Крыму археологи очень часто находят огромные глиняные сосуды вместимостью в сотни литров – пифосы. Эти сосуды были стационарными. Их обычно закапывали во дворе, оставляя снаружи лишь горло, накрытое крышкой. Жители полуострова использовали их в хозяйстве с очень давних времен и хранили в них различные съестные припасы. Среди прочего, пифосы идеально подходили для хранения зерна.
Глиняные пифосы были найдены и в долине у подножия Баклы, но здесь, на вершине, жители распорядились еще более рационально. Они вырубили ямы в форме пифосов прямо в самой скале. Такой резервуар нельзя было ни разбить, ни повредить. Эти огромные ямы накрывались каменными крышками, а возле их отверстий сделаны канавки, чтобы внутрь не затекала вода. В этих условиях зерно могло храниться очень долго. Одной из загадок, впрочем, является то, как же именно древним мастерам удавалось высекать в скале такие емкости в рост человека. Ведь для того, чтобы в цистерну не попадала вода и сор, горлышки следовало делать достаточно узкими. И, пожалуй, что мастеру было довольно трудно даже просто спуститься внутрь, а уж тем более размахнуться там внутри молотком или зубилом. При этом внутренние стенки зернохранилищ всегда довольно гладко отшлифованы. Видимо, здесь в ход шли некие хитроумные рабочие приемы, либо же специальные инструменты. Этих каменных зерновых ям на Бакле насчитывается около 200, не считая множества тех, что давно разрушены обвалами. Учитывая, что в каждую яму помещалось до тонны зерна, можно заключить, что на Бакле хранилось весьма солидное количество хлеба. Выращивался ли этот урожай самими жителями Баклы, либо выменивался на какие-нибудь товары у обитателей соседних степей, в любом случае Бакла отличалась от прочих крымских пещерных городов тем, что являлась прежде всего житницей, закромами, которые были доверху наполнены хлебом. Отверстия некоторых зернохранилищ открываются не в зерновые ямы, а в просторные пещеры, освещая их сверху словно окна. Это значит, что пещеры были вырублены уже после того, как зернохранилищами перестали пользоваться. О том же, очевидно, говорят и гробницы, высеченные прямо на производственных площадках, несомненно, уже тогда, когда площадки были заброшены. Таким образом, по-видимому, на некоторых участках сельскохозяйственное производство на каком-то этапе прекращалось, и уже впоследствии, возможно, даже после долгого перерыва, люди вновь начинали строить на этих местах какие-то совершенно уже другие сооружения. Такие разительные перемены могли вызываться какими-нибудь катастрофами, возможно, горными обвалами, а может быть и военными разрушениями селения, которое во время конфликтов гор и степей оказывалось на самой линии фронта. Известно, что за 8 веков своего существования Баклинская крепость перестраивалась трижды, а последние следы жизни на городище относятся к рубежу XIII и XIV столетий. Гибель Баклы могла быть связана с эпохой грозных междоусобиц в Золотой Орде. Каждый из пещерных городов Крыма обладает какой-либо отличительной особенностью, неповторимой чертой. Например, Тепекирмен можно назвать городом животноводов, а Качикальон – городом виноградарей. И если продолжать такое сравнение, то Бакла с ее обширными зерновыми закровами можно, наверное, назвать городом хлеборобов, еще одним символом богатства и разнообразия истории Древнего Крыма.